Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Риск повторного заражения ковидом возрастает до 5 раз при штамме омикрон. Чем еще опасен этот штамм? С начала года коммунальщики вывезли с улиц Ленска 8 тысяч кубометров снега. Зимний сад. Фестиваль с таким названием сегодня открыл ботанический сад СВФУ. На электронную почту авиакомпании «Алроса» сегодня поступило анонимное сообщение о заминировании самолетов в аэропортах разных городов. О сообщениях немедленно оповестили правоохранительные органы. Обследованы все воздушные суда авиакомпании. Проверки продолжаются. В настоящее время угроз не обнаружено. Рейс по маршруту Якутск-Москва задержан ориентировочно на 2 часа. Остальные рейсы выполняются по расписанию. Также сегодня пожар произошел в 8-квартирном жилом доме в Алдане. Эвакуировано 11 человек. Сообщение о происшествии на улице Строительная поступило примерно в 6 часов утра. На момент прибытия пожарного подразделения из одной квартиры шел дым. В результате огнем повреждена стена на площади 1 квадратного метра и потолок на площади 2 квадратных метра. Пожарные эвакуировали 11 человек и спасли жилой дом. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Якутии. А в поселке Верхний в Мирном загорелись 2 дома. С конца декабря известно о 3 случаях, 2 с летальным исходом. Последнее ЧП случилось накануне. Подробности в сюжете наших коллег. Пока в дома россиян заглядывал Старый Новый год, в квартиры жителей Мирного пожаловал огонь. Вечером 13 января эти кадры гуляли по местным чатам. 4-квартирный дом на Звездной 30 выгорел полностью. Теперь здесь пепелище. На земле обломки крыши, окон нет. В квартирах потолки обвалились. Вещи и мебель огонь не пощадил. А детские игрушки не тронул. Даже как-то жутко видеть такое. Жильцы дома в таком шоке, что и комментировать ситуацию не в состоянии. По горельцам в момент пожара помогали соседи. С соседнего дома они выскочили, потому что у нас там живет одна, одинокая женщина, Валя. Смотрю, они к ней забежали, видать, ее собрали. Еще как только крыша чуть-чуть там горела на самом чердаке. Увели. У нее дольше там горело. Там они к соседу никак не могли зайти, у него ворота были закрыты. Потом у него, видать, дом был закрыт. Они через окошко, там пожарники проходили, смотрели. По словам очевидцев, спасатели работали до полуночи. К счастью, погибших в огне нет. По прибытию первого отделения пожарно-спасательного отряда горела кровля по всей площади. В ходе проведения проверки установлено, что пострадавших, погибших не обнаружено. Эвакуировано 3 человека. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования. Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технического экспертизы. Результат, вероятно, очень хотят узнать местные жители. Они к ЧП относятся скептически. Пишут, на Верхнем поселке за 2 месяца сгорело 3 дома. Что, случайно? Сотрудники МЧС подтверждают, дома действительно горели. Но поджог ли это, утверждать пока не могут. Юлия Золотарева, Петр Шибогоров, Кирилл Шолохов. Телеканал «Алмазный край». Идем далее. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов совершил объезд по пунктам передержки безнадзорных животных. В столице сегодня есть 2 таких пункта на Чеченко и временный в автодорожном округе. В этих пунктах содержат более 140 тысяч бродячих собак. Напомним, в столице сохраняется режим повышенной готовности. Из-за бродячих собак ежедневно бригады по отлову доставляют в пункты от 10 и более животных. Альберт Семенов отметил, что столичные депутаты намерены внести поправки в существующий федеральный закон о безнадзорных животных. Нам, скажем так, стоило бы все-таки внести действующий закон изменения в части невыпуска в прежнюю среду обитания безнадзорных животных, которые будут находиться без владельцев на улицах нашего города. Мы считаем, что это, это очень такой нехороший случай, когда собаки у нас, создают
стаи собак, которые ходят у нас по городу, ну и отсюда у нас, скажем так, возникают все вот эти вот проблемные вопросы. Вбиваются в стаи, ну и, соответственно, значит, нападают на людей. В связи с коронавирусом дополнительные ограничения ввели в Мигино-Кангаласском районе. Об этом сообщил глава района Николай Старостин. Так, с 15 января школы и Дом народного творчества в селе Майя перешли на дистанционный формат работы. В населенном пункте отменили проведение соревнований, культурно-массовых мероприятий и приостановили работу кинозала, организации доп. Образования, спортивные кружки, музеи и библиотеки. Детские сады в селе Майя также переходят на удаленную работу с 17 января. Кроме того, сотрудники школ, выезжавшие за пределы Якутии на новогодние каникулы, будут допускаться к работе при наличии действующего отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Между тем, риск повторного заражения ковидом возрастает до 5 раз при штамме омикрон. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова также назвала число случаев заражения омикрон штаммом в стране, которое составляет 783. Более половины, именно 53% из них зарегистрированы в Москве. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у нового варианта вируса изменился инкубационный период, что является причиной его гораздо более быстрого распространения. Этот вариант вируса очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, на слизистой носа, на слизистой горла гораздо быстрее, чем все его предшественники. Что из этого следует? Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается. И человек становится опасным, заразным, человек, который встретился с этим вирусом, уже в первые сутки до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. В якутском предприятии по торговле алмазами подразделении из бытового комплекса компании «Алроса» смонтировано и запущено в опытную эксплуатацию 3 новых аппарата АКБ. Это автоматы механизированной комплектации боксов. Это позволит компании повысить качество работы, ускорит ее процессы и сократит ручной труд. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Акционерная компания «Алроса» в прошлом году отработала с рекордным объемом продаж. Были реализованы не только алмазы, добытые в течение года, но и накопленные за много лет стоки, не востребованные ранее на рынке. Кроме того, компания проводит постоянное обновление автоматизированной техники в своих филиалах, чтобы ускорить и улучшить качество работы. Среди них и якутское предприятие по торговле алмазами. Наш коллектив – это надежный, сплоченный коллектив профессионалов своего дела. Сложился он в течение долгих лет. Текучки у нас фактически нет. Но, тем не менее, новые кадры приходят. В последние годы идет обновление парка оборудования устаревшего и значительное поступление нового оборудования. Это касается автоматов сортировки по форме, цвету и качеству. Производство дочернего предприятия нашей компании – это предприятие «Боевестник» из Санкт-Петербурга. Передовые технологии, отличное качество, высокая производительность автоматов. Благодаря новому оборудованию процесс сортировки алмазов значительно ускорили. Сегодня предприятие обрабатывает в день в среднем 30 тысяч карат алмазного сырья. В основном сюда поступают алмазы, добытые в Нюрбинском улусе. Главный документ при сортировке природных алмазов – классификатор, в котором более 8 тысяч позиций, и одним из первых является разделение сырья по цвету. Светлая часть идет далее на сортировку по форме, а темная часть мы дальше отправляем на сортировку, на автомат по сортировке по качеству, где мы отделяем от темного сырья вот так называемый борт, который является чисто технологическим сырьем. Палитра алмазов невероятно богата. От бесцветного, прозрачного до желтого, коричневого, серого и даже черного. Крайне редко встречаются в природе розовые и голубые камни, самые дорогие по цене. Чтобы не ошибиться в порой невидимых непрофессиональному глазу оттенках, сырье даже после автоматов обязательно проверяют вручную. Качественный алмаз должен обладать самыми хорошими показателями, характеристиками. То есть он должен быть не дефектным, он должен быть хорошим по форме. Чем больше, естественно, лучше. И цвет у этого камня тоже должен быть первые цвета.
Если особо крупные камни продаются поштучно, то большинство комплектуются для продажи в боксы, пакеты по несколько камней. Номенклатура драгоценного товара достаточно сложна. Покупателей у «Алроса» много, и процесс комплектации весьма непрост. Новые автоматы комплектации ускоряют эту работу. Новые автоматы поступили на предприятие в конце прошлого года и сейчас успешно проходят апробацию. Они не только ускорят весь технологический процесс, но и сократят ручной труд. Путь алмаза от добычи руды и до продажи огранщикам долг. Ранее этот процесс длился в среднем около 3 месяцев. Новое оборудование, новые подходы к организации всей производственной цепочки в бытовом комплексе «Алроса» позволили значительно сократить время технологического цикла. Обновлять свою технику предприятие продолжит и дальше. Так, в планах в 2022 году заменить устаревшие машины по сортировке самых мелких алмазов, а также автоматы сортировки крупных алмазов по весу. Ульяна Шагина, Джилус Иннокентьев, Якутск. С начала года коммунальщики вывезли с улиц Ленска 8 тысяч кубометров снега. В арсенале фирмы-подрядчика 12 единиц техники. В будни она прошлась по центру города, а на выходных поедет в отдаленные микрорайоны. Автогрейдеры вскрывают снежный накат с проезжей части и обочин. Погрузчики выкладывают его на середину дороги, а так называемые снегоуборочные ручки грузят снег в самосвалы. В таком режиме с обеда и до 3 утра подрядчики работают последние 10 дней. Работаем, получается, сейчас в дневное время, так как ночью опускается температура до минус 45-50, и в ночное время нет возможности убирать снег. Поэтому приносим сразу водителям извинения за неудобства временные. Зимний сад. Фестиваль с таким названием сегодня открыл ботанический сад СВФО в историческом парке «Россия. Моя история». Также откроют площадку «Эссай Арт. Наука и искусство», где пройдут научно-популярные лекции, семинары по научным направлениям. Фестиваль особенно будет интересен детям. Организаторы подготовили для них образовательные и развлекательные мероприятия. Школьникам расскажут о 7 шагах экологичного образа жизни, проведут мастер-класс по изготовлению эко-бредлока, пояснят, как снизить отходы семьи в 10 раз. Обычно бывает так, что зимой в ботанических садах жизнь немножко замирает, но мы решили разнообразить свою деятельность и организовать вот такой вот комплексный фестиваль, фестиваль знаний, как мы его назвали. Он сочетает в себе науку и искусство и показывает взаимосвязь этих двух направлений нашей жизни, что одно не может развиваться без другого и гармонично существовать. Здесь представлено 48 работ, они выполнены в разной технике. В основном, конечно же, это акварель, но и есть и гуашь, и пастель, и графика. В завершение о спорте игрок якутского мини-футбольного клуба «Заря» Сергей Сергеев вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров западного дивизиона Высшей лиги России. Накануне он отличился одним результативным ударом и помог своей команде со счетом 6-2 победить одного из лидеров таблицы – московский «Спартак». Теперь на счету Сергеева 13 голов после 14 игр, а возглавляет гонку бомбардиров игрок красно-белых Станислав Агеев, у которого 14 взятий ворот. «Заря» в данный момент идет на 6-й строке турнирной таблицы западного дивизиона, набрав 22 очка. В следующем туре якутяне встретятся с командой «Поморье» из Архангельска. Матч пройдет 22 января. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.